29-го после обеда, где-то в районе 15-16 часов, вот, самосвал вот этот провалился, лег на бок. Значит, нам стало известно, это буквально на следующий день мы написали письмо в Росприроднадзор, так как у нас есть угроза вытекания нефтепродуктов на водозабор. Это может сказаться на наше оборудование, ну и вообще в целом на чистоту воды. Фон был нормальный, там возле водозабора был нормальный фон. Здесь, конечно, понятно, что загрязнено все. Но у нас есть боязнь того, что все-таки фон вот на вчерашний день поднялся. Немного, на 0,04, но поднялся возле водозабора. Ребята пока тут занимаются, поднимать, я понимаю, что они тут трудятся, все хорошо, но вот это все, вот этот лед весь, который вот лежит, вот смотрите, железо, металл, это все, вот, можете посмотреть, желтое все. Даже если, допустим, вот они не успеют до паводка, да, убрать, нам на паводке у нас уже опыт есть, то есть у нас есть специалисты, все есть. Да, к нам обратился представитель водоканала с проблемой, то, что на сегодняшний день как бы вопрос не решается. Подрядчик, ну не подрядчик, а собственник уже перепродал эту машину физическому лицу, но кроме него он все равно несет как бы административную ответственность, потому что в период владения автомашины его произошло вот данное, скажем так, происшествие. Вот. И в воскресенье говорят, что тут будет проводиться работа по... Сейчас подготовительные работы ведутся. Вот мы видим то, что тут тоже вели они работы и вот порванные троса лежат. То есть пытались уже технику вытащить. Сейчас подготовительные работы будут до воскресенья, и в воскресенье они планируют как бы эту автомашину изо льда освободить. Но это будет очень технически сложно, это все мы понимаем, да. И мы, как Общероссийский народный фронт, будем следить за данной ситуацией. И вот в воскресенье тоже подъедем, посмотрим, как ведутся работы.